Вчера нас порадовали новостью о том, что президент Аслан Бжаня посетил Калдахарский интернат и Сухумский лицей-интернат с многочисленной свитой, большую часть из которой составляла охрана. И всей стране показали кадры, как учащиеся поют и танцуют для Аслана Бжаня, а руководители образовательных учреждений благодарят его за визит. А ведь и правда, есть за что. За время своего президентства, то есть почти за 5 лет, Аслан Бжаня ни разу не посещал эти интернаты ни в канун праздника детей, ни в какой другой день. Да и в этот раз, судя по видеокадрам, не удосужился пройтись по кабинетам и посмотреть, в каком состоянии находится учреждение, в котором учатся те самые дети, которые, по его словам, являются нашим наследием и будущим. Хотя при желании понять, что интернатам очень нужна помощь, можно было и невооруженным глазом, хотя бы взглянув на полы и стены. Теперь я расскажу о том, что осталось за кадром. Кроме старшеклассников, в это время года в учебных заведениях нет школьников. Их всех собрали ради визита президента. С самого утра дети готовились, репетировали номера. Конечно же, они проголодались и прилично устали. Но к накрытым столам их не подпускала охрана. Все должно было выглядеть презентабельно, ведь с минуты на минуту мог появиться президент. Видимо, с усталостью и связаны их весьма недовольные лица на финальном фото с президентом. Но вернемся к состоянию зданий учебных корпусов. Даже на тех немногочисленных кадрах, которые сделал Госканал, видны ободранные стены здания, во дворе которого стоит Аслан Бжаня, и дети для него танцуют. В столичном лицее-интернате внешне ситуация получше, хотя ремонта здесь не было с 2007 года. За 17 лет многое пришло в упадок. И на это в прошлом году обратила внимание Асида Шакрыл, будучи в ранге уполномоченной по правам человека. По ее мнению, в учебном заведении накопились проблемы, требующие безотлагательного решения. Это и состояние санузлов, не соответствующие санитарным нормам, недостаток холодной и горячей воды, отсутствие прачечной. Постельное белье на 227 школьников сушится в сырых подвальных помещениях. Также из-за неисправной системы вентиляции постоянно сыро, и появилась плесень не только в подвальных помещениях спального корпуса, но и на первом этаже. Уполномоченная по правам человека указала и на то, что дети не обеспечиваются предметами личной гигиены. В комнатах недостаточно мебели, а из того, что есть, немало сломано. Омбудсмен обратилась к правительству с просьбой принять безотлагательные меры, обеспечивающие содержание детей в условиях, не наносящих вред их психическому и физическому здоровью, не унижающих их человеческое достоинство и не нарушающих их права. Нам неизвестно, было ли хоть что-то из перечисленного исправлено, но если бы это было так, уверена, на эту тему мы увидели бы десятки сюжетов. А пока вернемся к теме визита президента. Аслан Бжаня подарил интернатам проектор с экраном и мультимедийные системы. Хороший подарок, но по факту этим детям необходимо нечто большее, чем принес президент. Им бы человеческие условия, мебель нормальную и воду, которой порой не хватает даже для того, чтобы почистить зубы. А если бы им подарили половую краску в достаточном количестве, я уверена, ни президенту, ни министру просвещения не пришлось бы отводить глаза, чтобы не смотреть на обшарпанные стены и полы и на прибитые к стенам класса вешалки для верхней одежды.